Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Развитие и сохранение родного языка. Народные депутаты Государственного собрания Ил-Тумен и учителя республики провели встречу, посвященную языковой политике. Управленческий и научный опыт. В Академии наук определили новых членов руководящего состава. Сильный кашель, температура и многочасовые очереди в поликлинике. В Ленске с прошлой недели наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ. В Нерюнгри работник авиакассы необоснованно отказала в предоставлении скидки при продаже билета для ребенка. Наши коллеги узнавали подробности. Первая елка страны. Главное событие республиканского фестиваля «Зима» начинается с Якутии, состоится 1 декабря. Более 30 вопросов рассмотрели депутаты Госсобрания Ил-Тумен на 40-й сессии. Особо важные из них 3. О внесении изменений в Конституцию Республики и приведении в соответствие с основным законом Российской Федерации. В 2020 году после внесения поправок в Конституцию России был принят федеральный закон о единой системе публичной власти. И в соответствии с ним внесены изменения в Конституцию Якутии. Например, в пункте 5 статьи 72 Конституции Республики уточнено полномочия главы Якутии о подписании и обнародовании законов региона. Так установлено, что принятый закон будет подписываться главой республики без издания указа. Уточнена норма, касающаяся сроков обнародования, подписания законов республики. Это связано с принятием закона о языках, поскольку начиная с 1 января 2023 года все проекты законов они должны вноситься одновременно на 2 государственных языках и также обнародоваться на 2 государственных языках Республики Саха-Якутия. Проблемы сохранения и развития якутского языка обсудили народные депутаты Государственного собрания и учителя республики, главы наслегов и районов, ученые и авторы книг. Встреча приурочена к 30-летию принятия закона в республике о языковой политике и 10-летию принятия федерального закона о развитии и воспитании на родном языке. Депутаты зафиксировали все выступления и предложенные идеи от представителей сферы образования, чтобы внести нужные новые решения для сохранения языка. Сделано много, но предстоит еще много, потому что требует совершенствования и дополнительных нормативно-правовых актов, внедрения нового стандарта об обучении, чтобы при этом не затерялся национальный региональный компонент и в целом на пропаганду якутского языка, литературы, на поддержку всего населения, на сохранение языка, ибо от языка зависит судьба народа. Это его главное богатство. В Академии наук определили новых членов руководящего состава. Ведущие ученые Северо-Восточного региона, это около 70 человек, путем голосования избрали председателей объединенных ученых советов по ряду направлений. Основным событием собрания стало избрание нового президента ведущей научной организации республики. Тему продолжит Валерия Наумова. Процедура выдвижения кандидатов на пост президента Академии проходила с конца сентября текущего года. Сразу 5 объединенных ученых советов при Академии наук выдвинули кандидатуру Леонида Владимирова, который ведет активную общественно-политическую работу, является заслуженным деятелем науки Российской Федерации и почетным работником высшего профессионального образования. По результатам голосования его кандидатуру поддержали 56 избирателей. Кандидатура была внесена главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым на Владимира Леонида Николаевича для избрания на сегодняшнем собрании академиков нашей Академии наук. У Леонида Николаевича достаточно большой управленческий опыт. Как вы знаете, он долгое время руководил ректором, руководил Якутской сельхозакадемией достаточно успешно и был депутатом парламента нашей республики, имеет и управленческий, и научный опыт. Мы предварительно общались с научными сообществами, институтами, и многие поддерживают его инициативы. Леонид Николаевич принял высокие полномочия, и под его руководством уже в следующем году Академия отметит свое 30-летие. Академия наук республики является основным звеном в научно-технологическом развитии Якутии. Обеспечивает выполнение стратегически важных проектов, включая научное обоснование разработки месторождений и создание новых технологий, которые могут быть применены в условиях Севера.
поэтому это достаточно большой такой рубежный срок, повод подвести нам некоторые итоги. Но Академия наук сегодня выполняет важную интегрирующую роль всей науки, всего научного сообщества в республике. И недавно были внесены поправки в закон Республики Саха-Якутия о науке, где Академия наук подтвердили, что она является высшей научной организацией республики. Академия наук Республики продолжает свою плодотворную работу и развивает сотрудничество с Российской академией наук и не только. Так, в следующем году в Якутске планируется провести конференцию по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с привлечением научной общественности и экспертов из России и ряда зарубежных стран. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Между тем, в Ленске с прошлой недели наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. Поток пациентов в детской поликлинике увеличился в разы. Доктора вынуждены работать до позднего вечера. Детская поликлиника. Полный коридор мамочек с детьми. Чтобы попасть на прием, очередь они занимают более чем за 2 часа до его начала. Все дети с сильным кашлем и температурой. За выходные заболели после садика. С пятницы ночью температура была. Пришли здесь народу, даже не знаю сколько. Не знаю, до скольки будем сидеть, ну что, надо хотя бы узнать, что, откуда кашель у ребенка, что такого. Народ медленно здесь по записи, без записи понимают, а как быть, а надо. Типа ребенка послушать, он кашель сильный, а как без этого? И где вероятность, что мы еще что-нибудь не подцепим? Больше вариантов, все равно все рядом. Педиатр работает по 8 часов в день, принимает пациентов до 10 часов вечера. Ежедневно на прием приходит более 80 детей. У большинства из них признаки ОРВИ, но есть единичные случаи бронхитов и пневмонии. С каждым днем численность заболевших только растет. На сегодняшний день идет повышение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями у детей в Ленском районе. Да. Заболевают в основном дети организованные, посещающие детские сады и школы. Это острое респираторное вирусное заболевание. Возбудитель пока не уточнен. Они протекают немножко по-другому. Чаще встречаются бронхиты, пневмонии, начинается с острого трахеита, получается. У многих мам, конечно, возникает вопрос, почему врачи не справляются с подъемом заболеваемости. А дело все в том, что сегодня в детской поликлинике наблюдается большая нехватка кадров. 3 педиатра находятся на приеме, 1 выезжает на дом. Таких вызовов ежедневно поступает более 30. Посещения на дому тоже продлены до позднего вечера. Нагрузка врачей колоссальная. Такого всплеска не было давно. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен. Поэтому карантинные мероприятия в образовательных учреждениях еще не вводятся. Да? При случае заболевания большого количества людей в коллективе, получается, мы можем вводить, закрываем группы, отдельные группы и классы. Да? Общего карантина еще нету. Но все же в некоторых детских садах закрыты на карантин отдельные группы, а в школах начальные классы. Еще одна причина подъема заболеваемости, о которой говорят врачи, это отказ от вакцинации. Сегодня прививку от гриппа получили всего 50% детского населения. С такими показателями коллективного иммунитета не выработать, а значит, наши дети будут продолжать и дальше болеть. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. С продажей авиабилетов на детей по взрослому тарифу столкнулась жительница Нерюнгри. Как выяснилось, впоследствии работник авиакассы необоснованно отказала в предоставлении скидки. В Нерюнгринскую транспортную прокуратуру обратилась жительница Нерюнгри с заявлением о продаже ей авиабилетов по завышенной цене. Несмотря на то, что билеты приобретались на несовершеннолетних детей, работниками авиакассы в предоставлении предусмотренной в этом случае скидки было отказано. В январе этого года, покупая билеты в авиакассе Авинер, я задала вопрос кассиру, почему детские билеты она мне продает без скидки. Кассир ответил, что на дальневосточные билеты нет скидок для детей, цена едина, что для взрослого, что для ребенка. В июне моя знакомая сообщила мне, что приобрела дальневосточные билеты для детей в тот же период времени, что и я. В результате было необоснованно взыскано за билеты более 9 тысяч рублей. По представлению транспортного прокурора руководителю авиакассы внесено представление по недопущению впредь подобных нарушений. Работник авиакассы понесла наказание. В нарушении требований Воздушного кодекса, федеральных авиационных правил, авиабилеты, реализованные на несовершеннолетних детей по взрослому тарифу. В ходе прокурорской проверки денежные средства заявительницы возвращены в полном объеме. По представлению Нерюнгринского транспортного прокурора, работник авиакасс, допустивший нарушение, привлечена к дисциплинарной ответственности.
В случае подобных нарушений транспортная прокуратура рекомендует незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением. И при подтверждении фактов продажи авиабилетов без полагающихся скидок справедливость, как в этом случае, будет восстановлена. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Завершаются работы по приемке объектов по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. На сегодняшний день всего сдан в эксплуатацию 61 двор, еще 14 будут готовы на следующей неделе. Представители окружной администрации Якутска, застройщики и управляющие компании встретились с жильцами и обсудили проведенную работу. Подробности у Светланы Амосовой. Ну вот наша задача сегодня в том числе, да, потому что мы эту работу, конечно, будем продолжать, понять, что мы делали правильно, что мы делали неправильно, довольны ли вы результатом работы. Вот наша задача собрать обратную связь. Готовы еще 2 объекта по адресу Дзержинского 40/3 и Федора Попова 16/3. Жильцы добивались благоустройства двора еще с 2017 года. Поэтому они сейчас как никогда рады преображению своей территории. Собственники во время работ всячески поддерживали строителей. Молодцы ребята, они в дождь, не в дождь, и они все время работали. Ну, я иногда там, что, ребята, давайте я вам чаю скипячу, кабачки есть, постряпай кабачки, они довольные. Ну, все, молодцы, всем спасибо. Но у многих возник вопрос о качестве проведенных работ. Будет ли все так красиво, когда потеплеет? Сейчас, да, мы довольны. Все все чисто, гладко, все, да? А давайте встретимся весной. Встретимся весной, потому что, вы знаете, вот мое впечатление, что где-то, может быть, будут какие-то... Но горожан сразу успокоили и заверили, что есть гарантия на 3 года. Мы работаем в рамках консолидированного бюджета, это и муниципальный, и республиканский, и федеральный бюджет в рамках программы «1000 дворов». По всем дворовым территориям у нас действуют гарантийные обязательства. Обязательно муниципальный заказчик в лице главстроя эту работу будет с подрядчиками проводить. Поэтому совершенно смело можно сказать, что если на следующий год будут выявлены какие-то мелкие или, может быть, даже если крупные недочеты, они в рамках гарантийных обязательств будут обязательно устранены. За этот сезон по городскому округу благоустроено 1000 квадратных метров. Это 75 объектов, но из них еще не завершены 14. Задержка прежде всего связана со сложностями доставки малых архитектурных форм, так как часть спортивного инвентаря производится не в Якутске. Конкретно здесь, вот на этой площадке, на которой мы с вами сегодня находимся, да, уже завершена приемка. Здесь оборудование нашего местного производства, да, поэтому оно было установлено, грубо говоря, в срок. В этом году объем федеральных средств, предусмотренных на реализацию проекта в Якутии, составляет более 840 миллионов рублей. Благодаря небывалому софинансированию благоустройства дворов у многоквартирных домов обновлено асфальтовое покрытие, тротуары, парковки и места для отдыха. Раньше детская площадка была 3 раза меньше. На ней стояли только обычные деревянные старые качели и турник. А сейчас у детей появился новый гамак, шведская стенка и современная горка. И теперь следующим летом уже дети со своими родителями смогут здесь отдыхать и играть. Я очень рада, и мне нравятся качели. Почему? Какие именно? Покажи, пожалуйста. Вон те. Очень прикольно кататься. В прошлом году по Якутску было благоустроено 30 адресов. В этом году в 2,5 раза больше. Ну а в следующем планируется обустроить порядка 45 дворов. Также 49 объектов отремонтировали в районах республики, в том числе арктических. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Якутск. 25 достопримечательностей Ленска уместили на метровом листе бумаги. В историко-краеведческом музее представили раскраску, которую придумала Елена Платонова, сотрудник музея. А изобразил раскраску Владимир Балаев, местный художник. Ленчанам показали видеопрезентацию с достопримечательностями города и напомнили их историю. Тираж 300 штук, часть экземпляров подарят детским садам в преддверии Нового года. Остальные останутся в музее, чтобы дарить посетителям на мероприятиях. Обычно все представляют раскраску формат альбомного листа. Я сама раскрашивала в детстве такие рисунки, мои дети. А сейчас, когда я взрослая, я далека уже от раскраски, но однажды я увидела нестандартный формат и подумала, что в такой размер, наверное, вместится весь Ленск. Мы задумались с коллегами, а что мы могли бы там изобразить. То есть не просто жилые дома, а какие памятники. То есть мы составляли списки, мы обсуждали, какие объекты там будут. Мы предпочтение отдали различным символам, историческим местам, памятникам города.
Начинающие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет представили свои проекты инвесторам. В рамках всероссийского проекта инвестиционные сессии от Росмолодежь и бизнес в точке кипения IT-парка состоялась встреча-конкурс. Какие проекты представили молодые бизнесмены на суд жюри, узнавала Мария Кардашевская. Уехать в отпуск, не беспокоясь о хозяйстве, теперь возможно. Начинающий предприниматель Максим Амосов представляет свой бизнес-проект – программируемый логистический контроллер SmartOm, который призван облегчить заботы каждого огородника и не только. С помощью ПЛК можно автоматизировать все, например, автополив картошки, например, открытие дверей, врат, например, входных, да, еще регулировка температуры печи, и также можно автоматизировать весь процесс, например, промышленного цеха, например, даже от горнодобывающих компаний. Сегодня молодые предприниматели, в том числе школьники и студенты, имеют возможность презентовать свои наработки перед опытными предпринимателями и инвесторами не только Якутии, но и таких гигантов бизнеса, как Росатом. Всего в этом году на инвест-сессии свои работы представили 23 участника. Лучших ждут не только призы. Росмолодежь совместно с инвестиционным фондом ИСЛА подготовили призы 3 первым местам по результатам оценки экспертов. Это денежные призы, а также они все получают доступ к инновационной среде, во-первых, нашей, Якутской, технопарка, Фонда развития инноваций и всех остальных, а также доступ к инновационной среде ИСЛА. То есть они будут в их базе, и эксперты, если захотят какое-нибудь направление новое для себя открыть и инвестировать туда, то они могут выбрать из наших участников сегодняшних. Всероссийский проект «Инвестиционные сессии» проводится в 30 городах страны. Всего в нем участвуют 320 начинающих предпринимателей от 14 до 35 лет. Цель проекта – развивать молодежное предпринимательство и давать талантливым начинающим бизнесменам билет в систему предпринимательства страны. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Тем временем Республиканская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат является единственной в Якутии, в которой обучаются слабовидящие и слабослышащие дети. Всего в школе обучается более 250 детей со всей республики. Организация работает по специальным программам со школьниками. Так слабовидящие дети обучаются при помощи шрифта Брайля. В стенах школы прошел мастер-класс, в котором приняли участие более 40 учителей якутского языка и тифлопедагогов. На мероприятии специалисты поделились своим опытом работы с детьми с индивидуальными возможностями. Также в рамках мероприятия состоялась и выставка изделий, которые сделали родители учащихся для детей с ограниченными возможностями. Сегодня мы проводим мастер-класс по обучению якутского алфавита Ивана Горного в рамках 2-го съезда учителей якутского языка и литературы. Цель, чтобы показать другим учителям республики, как обучаются наши незрячие дети на якутском языке. В Якутск приехал театральный критик, заслуженный деятель искусств России Александр Пудин. Он является членом жюри 20-го международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», в котором участвует русский критик. Критик посмотрит спектакль театра «Запасной аэродром» и даст экспертную оценку. Напомню, спектакль «Запасной аэродром» поставлен режиссером Андреем Борисовым по пьесе Владимира Федорова. Он рассказывает о судьбах заключенных лагерей, которые строили аэродромы на севере России для работы воздушной трассы Алсиб во время Великой Отечественной войны. Для меня вот эта поездка или этот полет сюда, он для меня был приятен тем, что запасной аэродром ставил Андрей Борисов. А Андрей Борисов, это, в общем-то, я как-то с давних пор по одному спектаклю я его полюбил, его манеру работы, его почерк, его талант. Поэтому мне будет интересно, что получилось с запасным аэродромом. Ну а главное событие республиканского фестиваля «Зима» начинается с Якутии. Зажжение новогодней елки на площади Ленина в Якутске состоится 1 декабря. 2 зимних волшебника – властелин холода Чисхан и Дед Мороз – передадут из рук в руки символ холода и приедут в Якутск, чтобы зажечь огни на елке, впуская зиму в нашу страну. Церемония начнется в 16 часов. Мероприятие покажут на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и в социальных сетях. Напомню, с 28 ноября по 4 декабря в республике пройдет всероссийский фестиваль «Зима» начинается с Якутии. В его рамках состоятся выставки, конкурсы для детей, гастрономический фестиваль и концерты.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Алдана» скоро начнутся тренировки по шорт-треку. На днях в город прибудет тренер. В настоящее время полноценные тренировки проходят у хоккеистов. Встать на коньки могут и все желающие. К слову, желающих очень много. В этом убедились наши коллеги. У хоккеистов, воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Алдана», очередная тренировка. Поддерживаемая в зале температура минус 12 градусов. Для катания на льду установки оптимальные, а покрытие арены гладкое и ровное. Тренировка хорошая, лед тоже качественный. Нравится, тепло, все качественно сделано. Вот наконец-то начались теплые тренировки. Будем полноценно заниматься. Надеемся на выход в новый уровень хоккея. Теперь юные хоккеисты и конькобежцы приходят в новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ледовый дворец дал возможность ребятам полноценно заниматься. Ранее в холодное время года тренировки проходили на открытой площадке. Так, в минувшем сезоне, ввиду погодных условий, выйти на каток спортсменам удалось только 6 раз. Раньше, конечно, таких возможностей не было. Тренировки проводились очень редко из-за температурного режима на улице, также из-за обильного выпадания снега. Но сейчас комфортно, тепло, тренировки проходят каждый день. Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Алдане был построен по программе «Газпром детям». Торжественная церемония открытия состоялась 2 недели назад. Крытый каток сразу стал любимым местом отдыха не только спортсменов, но и жителей. В часы массовых посещений покататься на коньках могут все желающие. Вот за субботу-воскресенье у нас было 700 человек примерно посетили нас. Но в дальнейшем мы планируем основное действие вести тренировки по хоккею. Ну, шорт-трек на втором месте и фигурное катание. Но на первом месте хоккей. Алдан считается столицей зимних видов спорта. Забавы на льду и на снегу популярны как среди взрослых, так и среди детей. Появление нового спортивного объекта даст мощный стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. В настоящее время решается вопрос с тренерами. Уже на этой неделе к нам приедет первый тренер по шорт-треку иногородний. Ну и до конца года мы планируем пригласить еще 2 тренеров по хоккею. Наряду с организационными и кадровыми нюансами планируется приобретение дополнительного инвентаря, а также спортивной формы. В перспективе в Алданском физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводиться соревнования различного уровня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.